А если точнее, мы продолжаем наши с вами беседы об истории. Мы добрались до середины, у нас 4-е занятие, и самое время уже немножко включиться в интерактив. Я как-то, едучи домой после прошлого занятия, решила, что-то многовато говорю. Мне было бы очень интересно и вас послушать. Так что я надеюсь, сегодня будем, так сказать, в взаимодействии. Не только Лидия Владимировна будет выступать, но остальные тоже подключатся. Что за это время мы успели с вами, о чем успели поговорить? О том, что история достаточно многогранное понятие. То есть это уже как бы очевидно из любого словаря, но и когда мы говорим об истории не только как о рассказе о прошлом или вообще как о беседе, ну, мы знаем, что в русском языке слово «история» может означать, к примеру, приключение, да, и вовсе, собственно, не отсылать к памяти, допустим, или к научному знанию. Но если говорить об истории даже вот в этом, в принципе, научном значении слова, то иногда мы сталкиваемся, если не с размыванием термина, это не совсем корректно говорить, но с тем, что разные исторические традиции, разные научные школы в понятие истории как особой дисциплины вкладывают разные значения. Мы говорили с вами о том, что можно говорить о так называемом научном или сcientific подходе к истории, который, в общем-то, совершенно имеет право на существование. Это достаточно действительно мощное, обоснованное направление, и благодаря деятельности, реализации, осуществления этого подхода мы, конечно, имеем просто прекрасные ретроспективы прошлого, мы очень многое знаем из прошлого, но вместе с тем научная история, научный подход к истории, естественно, сталкивается с целым рядом проблем, как внутренних, то есть вопрос о субъективном, объективном в истории, вопрос доказательности и так далее, так и с критикой со стороны других подходов к самому понятию истории и прошлого. Еще мы с вами говорили о том, что история в какой-то момент, точнее в момент своего формирования, оказывается очень востребованной как со стороны национального государства, так и со стороны науки, в широком значении этого смысла. Если вопрос взаимодействия, то есть важности истории для нации уже нынче кажется самоочевидным, то есть понятно, что национальное государство обосновывает себя через историю, этническую, государственную и так далее. И здесь вместе с тем возникает целый ряд вопросов. Это, конечно, соотношение истории, идеологии, их развлечения, о том, может ли история в принципе быть в данном случае объективно не нагружена. Вопрос о том, какие практики власти влечет за собой это историческое знание, вопрос независимости историков и так далее, и так далее. То есть целый пласт совершенно интересных вопросов, которые с разных позиций можно обсуждать. А вот вопрос о том, чем же так история важна для науки, он не так часто ставится, на мой взгляд, поэтому он интереснее. Я вам говорила о том, что вопрос истории, вопрос того, может ли историческое знание действительно быть доказательным, объективным и так далее, это вопрос принципиальный для науки, потому что наука претендует на такую тотальность, на объяснение всего идеала, в качестве идеала. А если выясняется, что целая область знания о прошлом, ну и, соответственно, во многом знание, на котором строится наша идентичность, это вопрос, лежащий вне компетенции науки, то тогда это ставит под сомнение вот те самые притязания науки на всеобщность, доказательность и так далее. Я говорила о том, что есть целое направление, нарративистский подход к истории, который говорит, что да, безусловно, история не является наукой, но вместе с тем может предлагать нам такие интерпретации прошлого, которые дают превращение знаний, но наукой при этом не являются. Это нельзя сказать, что самый признанный, самый лучший, самый распрекрасный подход, но таковой существует, и в нем работает множество историков. Чем интересны все эти разные подходы, что несмотря на то, что мейнстримом является эта самая научная история, которая существует в рамках кафедр, институтов, вместе с тем очень многие вызовы история как дисциплина получает не совсем чтобы извне, но не совсем из вот этой
как бы академической среды. И есть целое, опять же, направление, которые работают, ну, то ли как бы впереди планеты всей, то ли сбоку основного процесса, которые позволяют посмотреть на прошлое и важность этого прошлого для нас немножко с других позиций. В этом смысле в прошлый раз мы с вами беседовали о современном французском историке, как Пьер Нора и его концепции мест памяти. Напомню в общих чертах, что, собственно, интерес к истории появляется тогда, когда прошлое для нас утеряно. Что место памяти – это как раз вот та фиксация с прошлым, тот разрыв, который мы ощущаем, и который или пытаемся преодолеть, или просто пытаемся пережить. Он говорит о том, что если бы действительно вот этого разрыва с прошлым не существовало, у нас бы не было бы такой тяги к прошлому. Поскольку мы были бы погружены в прошлое как в настоящее, воспроизводили, ну, как в мифе воспроизводится вечное настоящее, мы бы в нем существовали, и не было бы вот этой вот обращенности к иному. И он говорит о том, что, собственно, история может быть определена как бы трояко. История – это есть личный архив, история – это то, что история есть определенная дистанция, и история – это определенный долг по отношению к прошлому. Вот этот долг по отношению к прошлому, чувство корней и вызывает формирование идентичности этнической, национальной, культурной, религиозной и так далее. Соответственно, чем более как бы размытые места памяти или точки сбора вот этих идентичностей существуют, тем большее количество вот этих разнородных социальных субъектов может быть порождено. То есть места памяти играют и такую как бы функцию социальной интеграции и дезинтеграции. Но почему побеждает все-таки интеграция? Потому что с его точки зрения места памяти – это не то, что должно быть закреплено за одной культурной традицией. То есть места памяти – это нечто, на что могут как бы наслаиваться все новое и новое. То есть каждое новое поколение, приходя, там, не знаю, на городскую площадь, вкладывает в это место какие-то свои смыслы и ищет потом в нем свою ностальгию. Место как бы остается тоже, поколения сменяются, но как бы привязки эти, в общем-то, не нужно менять. То есть не нужно там как бы фанатично реконструировать, возвращаться к прошлому. То есть старение – это, в общем-то, естественный процесс. И, соответственно, если эти места памяти претерпевают изменения со временем, во времени, да, то в этом, опять же, нет ничего страшного. Ну, вот так кратенько напомню вам какие-то узловые моменты. Мне хотелось бы обсудить с вами вот такую вещь. Как вы полагаете, что для нас, как бы, жителей Минска или там шире, белорусов, могло бы играть значение вот таких мест, роль вот таких мест памяти, и как они должны быть организованы, могли быть организованы, что отличало бы их от того, что существует теперь? Или у нас, как бы, в общем-то, с этим все в порядке? У нас существует определенная там политика коммеморации, ну, то есть мы там отмечаем День Победы, 3 июля, это, в общем, тоже является местами памяти, то есть у нас по городу висят плакаты там 500 лет тому, 150 лет этому, это тоже, в общем-то, является местом памяти. Если вы летом включите новости, как наш канал главный называется, ОНТ, да, то это вообще одно сплошное место памяти. Вот я, сколько себя помню, то летом обязательно там жито заколосилось, там мы намолотили и так далее. Уже лет 30, наверное. Вот это как бы не имеет тоже место памяти. Да? Как бы трансляция одного и того же. И вот здесь мы можем поставить как бы себе вопрос, на кого ориентированы эти места памяти, что они как бы закрепляют, какую они играют функцию, как бы эксклюзивную, инклюзивную, то есть они включают в себя там новое поколение, новых людей, иные этносы, или это как бы эксклюзивное, то есть направлено как бы на вытеснение разных групп. Ну, то есть, как бы к этому вопросу можно подойти с самых разных позиций. Я вот, в общем-то, к чему? То есть, как вы понимаете это самое место памяти, как оно может быть прочитано вот в нашем контексте?
вот самый драматичный момент, и тишина. Лев, вы можете начать. Да. И все остальные так, я, наверное, своими горестными размышлениями по поводу белорусских мест памяти, возможно, возбужу как раз в аудитории дискуссии, я как раз к этому стремлюсь. К сожалению, я могу констатировать, что белорусы оказались в положении людей, лишенных наследства, лишенных исторического наследия. Почему? В процессе истории произошла подмена. Значит, реальная история, которая была у них в период Полоцкого княжества, значит, Великого княжества Литовского и так далее, произошла подмена, значит, сначала российско-имперским нарративом истории, а затем советским. И вот огромное число, большинство белорусов, по моим оценкам это более 80%, они живут в пространстве подмененной ими истории, им истории. Они забыли фактически о, значит, достижениях своих предков, о демократической государственности, которая существовала у них еще в Средневековье. Они воспринимают, значит, места памяти фактически через свое собственное беспамятство, через эту подмену. То есть они с огромным удовольствием, значит, даже празднуют советские праздники. Они считают, что это как раз места памяти реальной истории, а не какой-то там вымышленной, подмененной или нарративной. Они с удовольствием восприняли, когда, значит, День независимости им подменили освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков. Хотя и этот день имеет значение, конечно. Но это ведь не День независимости, а это День зависимости как раз от Сталинской империи, с ее террором, с ее ужасами, с ее низким уровнем жизни и так далее. Они с удовольствием воспринимают, значит, идеологические клише и так далее, как, значит, как историческую преемственность. Но сейчас уже появляются иные тенденции. Во-первых, конечно, значит, в Беларуси получилось очень резкое развлечение массового исторического сознания, которое находится еще на советском уровне фактически, и, значит, части нации, которую можно назвать, людям своего рода нового просвещения. Белорусские историки воспроизводят для белорусов те подвиги и те великие дела, которые совершались, истребленной впоследствии шляхтой, представителями белорусской элиты во времена Великого княжества Литовского. Я вот в Национальной библиотеке постоянно отслеживаю вот этот процесс. Практически на каждой выставке новых поступлений 3-4 замечательные книги белорусских историков, которые, значит, воспроизводят, значит, вместо вот этих подделок настоящую память, историческую память. Хорошо, Лев, извините, я вас так да. направлю, да, то есть о бедственном положении белорусской истории и отдельных прорывов, это как бы понятно, а вот места памяти, вот хорошо, что для вас место памяти? Значит, в Беларуси сосуществуют места, значит, иллюзорной, подмененной памяти, таких лишенной, значит, лишенной всякой, значит, не идентичности, а аутентичности. В истории очень важна аутентичность памяти. То есть соответствие
нашей памяти тому, что действительно, действительно имело место в истории. Так вот, значит, среди мест памяти, конечно, значит, прежде всего иллюзорные места памяти. Это, скажем, типичный пример – это линия Сталина. Это страшная вещь, потому что она приносит деньги государству. Хорошо, ну, линия Сталина. Вот. Значит, конечно, восстановление замков средневековых. Ведь что было? В Нецвеже, например, крупнейшем и важнейшем замке Радзивиллов, с ее защитными, значит, фортификационными сооружениями и так далее, с ее пушками и так далее, устроили дом отдыха. И многие белорусы отдыхали там и, значит, полностью лишили это место памяти какой-либо памяти, какой-либо истории. Значит, а как произошло возвращение этого Несвежского замка, в него государство вкладывает деньги и все? Исключительно для того, что это оказалось эффективным для туристов. То есть замки восстанавливаются действительно, но они восстанавливаются не в аутентичном виде, а исключительно для привлечения туристов. А что это значит? Для привлечения туристов, значит, делают наиболее эффектные, так сказать, ну что ли, при восстановлении. Вот Троханский, вот как раз, с которым мы, так сказать, общались, он как раз, значит, возводит инженерные конструкции для наиболее эффектного восприятия туристами. То есть, если, например, во Франции люди, значит, туристы наблюдают аутентичный, например, Нотр-Дам де Пари, Великий собор, или там где-нибудь в Кёльне и так далее, то в Беларуси в средствах по обмену памяти им подсовывают подделки. Этими подделками, к сожалению, начинены очень многочисленные места памяти. А если это подделка, то, естественно, ну, для туристов, в общем-то, безразлично. Им важно не аутентичный, так сказать, памятник, а им важно соприкоснуться с тем, что они считают аутентичным, то есть и получить какие-то впечатления. Хорошо, спасибо, Олег. Давайте вот остановлюсь, потому что мы как раз... А вы хотели? Да, я пожалуйста. просто хотел ответить Владимирович по вопросу аутентичности. Нужно привести контраргумент в том, что, говоря о местах памяти, мы говорим о местах исторического прошлого. Но вот что касается Беларуси, очень сложно выделить отправной пункт вот исторического прошлого. То есть, может быть, такая версия интерпретации прошлого, что наше прошлое началось там с 91-го года 20 века, и в этой связи у нас все вокруг места памяти, и мы находимся в вполне себе национальном мифе, возможно, не в том, который хотелось бы иметь, но вот, то есть, что и нашему государству тогда 25 лет. То есть, вот это вопрос просто об аутентичности. В этой связи вот я попытаюсь защитить, хотя сам не всегда разделяю какую-то ностальгию по Советскому Союзу, но пытаюсь защитить тех, которые разделяют. В той связи, то есть, там все-таки была Белорусская социалистическая республика, то есть был само название, то есть, автотопоним. И в этой связи, конечно, многие берегут и ностальгируют вот и этой истории, по этому историческому мифу, нарративу, вот месту памяти. Кроме того, извините, я чуть продолжу. То есть можно сколько угодно говорить о шляхетском прошлом Великом княжестве Литовском, но если мы посмотрим наш этнический состав, да, то есть мы понимаем, белорусы вышли из деревни 50 лет назад в лучшем случае. То есть мы прямые потомки вот этого крестьянства, которое в принципе ко всей этой чудесной шляхте имело очень и очень отдаленное отношение. Это уже вопрос более сциентистский, то есть это вопрос научных исследований, какое имело отношение, в какой пропорции, но что касается вот автотопонима Беларусь, то, пожалуй, это верно, как на мой взгляд. Конечно.
Республика Беларусь будет называться Республика Беларусь еще тысячелетия. Сталинский Они станут тогда. Великим княжеством Литовским, это понятно. Так, и как бы в развитии того, что говорил Лев, мне бы хотелось вот еще раз поставить вот этот вопрос, и то, вот о чем вы говорили сейчас. То есть, действительно ли для мест памяти так нужна эта аутентичность? То есть, действительно ли меняется что-то, если бы вам сказали, а вот этот вот замок, это абсолютный новодел, но оно выглядит так, ну, как бы это реконструкция. Для места памяти принципиально, какие там кирпичи использовались или прочее? Или вопрос восприятия? То есть, если мы прочитали в учебнике, допустим, ну, в школе вот, увидели картинку, прочитали, нам сказали, что это очень важное символическое место, мы его увидели и воспринимаем как место памяти. Или место памяти это что-то связанное как бы, действительно с нашим личным прошлым? Я думаю, что это вопрос культурной преемственности. Если вот эта нить культурной преемственности не оборвана искусством, то, естественно, в создании культурной части народа, культурной части вот этой просвещенной элиты, естественно, что она-то как раз и требует аутентичности и подтверждения, доказательности. Почему? Потому что она активно работает над будущим своей страны. А что такое прошлое? Прошлое это не только то, что прошло. Это прежде всего прошлое – это состоявшееся будущее для тех, кто жил тогда, понимаете? Вот еще одна грань прошлого. Ну, таким же прошлым, как нам сказали, вполне может быть какой-нибудь искусственный новодел, выдаваемый под древние исторические там, и символические там, национальные места. Это тоже может быть осознанно. Тогда возникает эквивалентность, когда людям из идеологических соображений пудрят мозги, и когда историки в своем очень тяжелом труде открывают действительное прошлое, которое может стать не национальным мифом только, а национальным стимулом для прорыва в будущее, для будущего развития. Вот в чем дело. Здесь мы, конечно, можем уйти в бесконечную дискуссию о том, не работают ли историки в определенном мифе, насколько... Ну, то есть все эти старые вопросы как бы о доказательности и объективности, поскольку уже копий сломано немало и не первый раз. Почему я так цепляюсь к этим местам памяти? Дело в том, что очень многие исследования касательно второй половины 20 века вопросов идентичности показывают, что для формирования национальной этнической идентичности, ну, мало того, что там многие мифы, как бы, понятное дело, оказываются задействованы, вот гораздо более весомыми оказываются как бы, совершенно ненаучные исследования, самые разработанные, самые правильные, самые чудесные, а скорее вот те самые места памяти, в роли которых могут выступать какие-то от там, неоязыческих празднований до достаточно мейнстримных книжек. Посмотрите, в той же Литве, как Радува, да, ну, как бы знаменитое там, место под Вильнюсом, якобы, в котором горел вечно там, жертвенный огонь, где, который поддерживали там, вайделоты и эти... Ой, Кривос, жрецы, да, и на базе вот этих вот как бы полумифов, полулегенд потом возникает как бы целое движение, связанное с неоязычеством, которые как бы национальные историки, ну то есть научные историки отрицают. Говорят, что ну, ничего подобного, в принципе, быть не могло. Ну, там как бы мифология основана на обожествлении верховной роли там, матери Земли, ну, то есть такие несколько, очень осовремененная, в общем-то, мифология. Но вместе с тем, именно это движение, которое как бы с точки зрения анализа исторических данных не выдерживает никакой критики. Именно оно, в общем-то, во многом лежит как бы в центре вот того литовского возрождения,
80-х годов, интереса к национальным истокам и так далее. И, в общем, многое там в обрядовости, в местах проведения праздников, именно оно сейчас как бы востребовано. То есть не то исторически правильное, доказательное, обоснованное, а вот этот вот новодел становится местом памяти и объединения. И в этом смысле вопрос как бы аутентичности, он оказывается совершенно как бы вторичным с точки зрения нациостроительства, с точки зрения фундирующего для социальной общности и так далее. И, возможно, вот этот вот как бы научный пафос, он для истории, как бы, как для науки может быть важен, но с точки зрения как бы социальной востребованности это глубоко вторичное. То есть можно вообще поставить вопрос о том, что, как бы, ну, естественно, достаточно провокативно, что история это, в общем, некий пережиток. Ну, вот был такой сциентистский этап в развитии истории, ну, прекрасно. Прошли, вернемся. Ну, как бы история, в общем-то, если мы посмотрим там на римскую историю, ну, история – это рассказы для побуждения чувства принадлежности к государству. История – это для воспитания характера. То есть, как бы, подходы такие возможны. Мы привыкли смотреть на, как бы, на историю сциентистски, но как бы, есть и другие варианты. И в этом смысле, как бы, места памяти – это, ну, нормально, это как бы точка сбора нации. Почему бы и нет? Ну, Ну, тут, как элитарная и массовая культура, например. ну да, да. Но это же не значит, что надо как бы, Ну, массовую то есть- культуру как бы пропагандировать и развивать. Ну, это не значит, что не надо, да? Мгм. Но это не значит, что нужно на нее ориентироваться. Вот. Да. А как бы вот этот вот разрыв между, хорошо, если как бы проводить вот эту аналогию между элитарной и массовой культурой, как бы элитарной и массовой историей, да, сейчас это как бы очень все на поверхности. Есть ли действительно какой-то запрос на элитарную культуру? Нужен ли он вообще? Ну, естественно, нужно. Не, ну а в чем он Если появляется? это Как? нужно Зачем? если это нужно кому-то одному, Мгм. значит, это уже в принципе. Ну хорошо, ну а почему тогда? Вот смотрите, Ну, дух прекрасно. времени, например, сохраняется. А почему именно это нужно сохранять в университете? Почему не нужно? Ну, вот смотрите, есть запрос такой, причем очень глобальный, массовый, на вот эту массовую культуру, да, на массовую историю, на популяризацию истории. В этом направлении работает, ну, как бы очень много кто, да, там от сценаристов до, ну, легкой промышленности, которая вот эти орнаменты на носках научилась делать, и как бы все радуются, да. Вместе с тем, вот этой самой научной историей, особенно многими там какими-то частными вещами, интересуются 3,5 инвалида во всем мире. Почему? Как бы это хорошо, правильно, и мы это поддерживаем на государственном уровне, ну, и это как бы классно, а вот это все, это, ой, это так нехорошо, это мейнстрим, давайте запихаем. Опять же, потому что это поддерживает большинство. Значит, эти Мгм. 3,5 инвалида должны примкнуть к этому движению, Мгм. которое поддерживает большинство, условно, чтобы, ну, Мгм. например, получить тоже какую-то отдачу от того Мгм. большинства, чтобы делать какие-то выводы для дальнейшего своего как бы исследования и заниматься спокойно своим исследованием. То есть, Ну, ну, видите, я вижу такой выход. Ой, Миш, можно я одно вот Да, слово как да, раз да, еще вот по да. этому поводу скажу? Я к чему? То есть мы сейчас, наверное, находимся, ну, как бы я, по крайней мере, нахожусь в довольно такой непростой ситуации. То есть я хорошо понимаю, чем меня не устраивает та историческая теория, которая есть там в наших университетах. Ну, конкретно в белорусских, конкретных вузах, на конкретных факультетах. Я понимаю как бы суть этих претензий. Я понимаю, в чем как бы прорывные, инноваторские моменты тех теорий, которые предлагают там, западные историки. Я понимаю потенциал того, что называется public history и так далее. Но это немножечко в стороне от того, что у нас как бы является массовой историей. Ну, то есть вот все эти там сериалы, фильмы и так далее. И возникает такая двойственная ситуация, что когда надо очень сильно критиковать как бы, вот эту вот самую научную историю, в то же время надо становиться в позицию ее защитника. То есть, ну, уже не от вот этих новаторских теорий, да, а вот от этого всего мейнстрима. У меня вопрос к вам. Ладно, мы идем как бы от мест памяти, мы к ним еще вернемся. Дискуссия так... Ну и хорошо. Вопрос, собственно, в чем? Как бы, а в чем тогда, ну то есть в чем там, польза, потенциал, интерес всяких вот этих новейших теорий, подходов к истории? Я вам там худо-бедно показала, да? Но в чем потенциал вот той самой научной истории? Вот я только единственное, Лев, вас попрошу сейчас помолчать, вы потом...
закруглите, да? Ну, просто я знаю, что вам есть что сказать и как развернуться. Ну, например, значит, из научной истории, на самом деле фантасты и все остальные, которые создают вот эту вот публичную историю, они могут черпать какие-то данные для создания там дальнейших мифов. Ой, они могли прекрасно, извините, я буду стрелять, они могли бы прекрасно друг у друга черпать и на самом деле не сильно париться этой основной историей. Ну, для меня, например, как бы, вот, когда я хожу в музей, да, или хожу по замкам, для меня вот это вот именно вот дух того времени, что это именно вещь того времени, это важно. То есть если я не чувствую, не знаю почему, наверное, есть какое-то там другое чувство, да, вещи. Если я этого не чувствую, то есть не идет энергетика от картины, там, от предмета, не впечатляет так, как впечатляет, например, там, подлинный шедевр. Нарисованный. Ну, как бы так, лично мое мнение. Хорошо, спасибо еще. Мне кажется, история, в общем, дает критику, чтобы, в принципе, эта история массовая не превратилась просто в инструмент манипуляции, в чистую идеологию. Это как-то главный момент. Почему вот это вот меньшинство должно все же проводить цензуру. Хороший ответ, на самом деле, я думал, такого же смысла, когда... В том, что это превратится в идеологию. Ведь идеология это не всегда плохо. Ну, не всегда. Но в том, что Россия скажет, что Крым их. Вот хотя бы в этом. И как Тоже раз таки, вариант для России хорошо. ну, для Крыма нет. Не знаю. Вы в Крыму? И я в этой связи хотел, кстати, сказать, просто заметить интересный момент, что я как раз таки хотел сказать, что научная эта история, она нужна как раз таки для завоевания, ну, то есть не для фильтрации вот этих претензий на народную колонизацию, на распри, там, конфликты, а вот как раз таки для этого, то есть это абсолютно такое имперское изобретение истории и ее интерпретации. Ну, знаете... Но вот человек более оптимистичен, чем я. Прекрасно, но в данном случае, по-моему, вот вы говорите именно о политической истории. Так. И заметьте, мы же как здорово редуцируем, да? Говорю история, подразумевая научная, под научная подразумеваю политическую историю. А кроме политической еще вот масса всего тоже существует. Но это вот одна из идеологем, что мы привыкли действительно воспринимать историю как идеологию. И в этом смысле, когда мы говорим «место памяти», у нас это будет в первую очередь связано с моментами национальной истории. Там уже можно до бесконечности говорить там советской, какой-нибудь ВКЛовской, Полоцкой и так далее, но это будет, вот опять же, это места сборки, даже не сколько национальной, сколько государственной идентичности. И еще очень много где, обратите внимание, то есть на вот этих вот, в кавычках, места памяти будет вот контур современной Беларуси. Это тоже вот те границы, в рамках которых как бы нужно думать. В лучшем случае там будет вот... Или еще вот тоже очень интересная такая штука, то есть будет карта того места, того времени, точнее, простите, ну, которому принадлежит тот или иной памятник, но не будет обязательно контуром выделены территории современной Беларуси. Это тоже определенный, как бы, такой нормальный, ну, нормальный в кавычках, как бы, политический штамп политической истории. То есть, опять же, привязка к территории. А когда мы говорим о местах памяти, ну, вот в рамках той концепции, о которой говорит Нора, то есть это как раз и попытка уйти чисто от политической истории. Он же говорит о том, что местом памяти может быть человек, книга, ну, то есть вот Нобелевская премия Светланы Алексеевич, это может быть, это точно такое же место памяти, чуть меньше, чем, допустим, там 3 июля или еще, ну, как бы любую дату, что называется, выберите на свой вкус. И могут ли такие места, ну, когда мы привыкли считать, ну, здесь помыслить в контексте политической истории, могут ли такие места быть как бы точками сбора, местом интереса, и как они могут быть организованы. То есть, ну, как должны быть организованы места, связанные с политической историей, нам более-менее понятно. То есть, какой пафос они должны вызывать, это ясно. А вот какие чувства, какие эмоции, переживания должны вызывать иные места памяти, на кого они должны быть ориентированы. На группу первоклассников, которых там, ну, массово, там, в Тростенец водят показать, вот, что было. Или на отдельного человека, какого возраста должен быть этот человек. И так далее, и так далее. То есть здесь появляется действительно очень-очень-очень много вопросов. Ну, наверное, мы должны уже так сказать. Да. Я вам обещала. Значит, ведь история – это не только писанина истории, чего они там могут навалять, да?
Вот. История – это прежде всего социальный институт. В цивилизованном обществе история – это такой же социальный институт, как мораль, как политика, как право и так далее. Почему? Потому что посредством истории мы действительно обретаем некую идентичность. Здесь подняли уже вопрос об идеологическом влиянии на историю. Может быть, две формы идеологического влияния на историю. Та, которую мы пережили в советский период и переживаем еще и сейчас, когда государство навязывает свою идеологию историкам и самому обществу. Другой подход, который сложился в демократических странах, это свободная конкуренция идеологий. Естественно, что в случае свободной конкуренции идеологий верх берут не крайне правые или крайне левые идеологии, которые стараются дестабилизировать общество в каком-то направлении, а именно центристские идеологии. Мы знаем три таких идеологии. Это либеральная, социал-демократическая и консервативная, неоконсервативная или либерально-консервативная. Вот эти три идеологии, они между собой конкурируют. Так? И они оказывают, в общем-то, в демократическом обществе, они оказывают тоже мощное влияние на историю, и они требуют они-то как раз и требуют идентичности. Понимаете? Они требуют аутентичности прежде всего, потому что они стараются базировать на фактах, а не на каких-то домыслах. В то время как государственные идеологии в тоталитарных и автократических обществах, они именно базируются на мифах, они, в том числе и националистических каких-то диктатурах. Вот. Они базируются на мифах, они навязывают свои позиции, так сказать, свои идеологемы всему обществу и историкам в том числе, и они стараются установить цензуру, которая фильтрует, то, что нужно государству, от того, что подрывает его жесткие вот эти порядки. Понимаете? Вот. Поэтому, конечно, идеология оказывает огромное влияние на историю, и далеко не всегда она нуждается в аутентичности. Но все усложняется, очень сильно усложняется, особенно в современном мире. Это хорошо, а не плохо, что усложняется. Потому что в современном мире существует в этом институте историческом, во-первых, научная история. Вы правильно сказали, что это мейнстрим. Так? Это, так сказать, магистральное направление эволюции. Второе направление – это популярная история. Так, популярная. От популярной истории отпочковывается, так сказать, популистская история, которая имеет своей целью не просто популяризовать научные данные, а получить успех у малограмотной массы людей путем рассказа каких-то там завлекательных нарративов. Далее идет идеологизированная история, да, которая может искажать, в принципе, историю для того, чтобы проводить какие-то... То есть очень большой. Кроме того, на это накладываются проблемы разочарования. Разочарование огромных масс людей, и это разочарование имеет свои, так сказать, свои основания в истории 20 века и нашего 21 начала 21 века. Разочарование в идее прогресса, разочарование в том, что история имеет какой-то смысл, разочарование в том, что существует какой-то суд истории, которая все расставит по своим местам и так далее и тому подобное. Вот это разочарование подхватывают релятивисты, которые говорят, нет, история не имеет. Так, мы сейчас точно туда уходим, честно говоря.
Я так наивно надеялась, что вы нам... Но главное, что я хочу сказать, история – это социальный институт. И от качества этого института зависит качество нашей жизни и качество нашего развития. Вот это главная мысль. Хорошо, спасибо. Так вот, я говорю, что я наивно надеялась, что немножко, скорее, в сторону апологетики и научной истории, но так чуть подробнее. Ну ладно, не коснулись, что называется, так не коснулись этого вопроса. С навязчивостью дятла, возвращаясь к вопросу о тех самых, как бы, к вопросу об аутентичности, нагруженности исторической и востребованности истории, у меня как бы возникает вот такой вопрос к вам. Действительно ли необходимо для нациостроительства, для формирования образа будущего иметь то, что называется местом памяти, иметь вот это представление о прошлом? Или это просто как бы один из устойчивых, привычных нам способов мышления? То есть, мы знаем, что там, конец 20-го, начало 21 века – это время чрезмерной исторической нагруженности. То есть мы где-то привыкли, где-то вынуждены все объяснять через возведение к истокам. То есть объяснив, показав развитие чего-либо, мы якобы демонстрируем, вот как это работает. Ну и, соответственно, обращаясь там, к истокам нации, к истокам формирования государства, выяснив там до мелочей, кто за кого голосовал, кто в каком углу стоял, мы как бы получаем эту самую полную историческую картину, которая, в общем, тот базис, тот фундамент, на основании которого мы строим наше будущее. На ваш взгляд, то есть вот мы действительно нуждаемся в истории как таковой? Или это как бы привязка просто-напросто? Как бы отправная точка. Можно ли мыслить как бы будущее из будущего, или мы можем мыслить будущего только из прошлого? То есть нужно ли нам знать свою историю? Вот, от повседневности до похода на выборах надо ли мне знать мою историю там, от Полоцкого княжества или еще раньше до наших дней, или меня вполне устраивает тот вот срез, который я как бы могу получить? С какого места мне нужно знать историю? Как мою личную, моей семьи, государства, мира? Да каждому с любого, я так понимаю, у каждого свое понимание. Кому с какого? Вот сразу как бы к вопросу. Я в этом смысле разделяю пафос льва относительно релятивизма, и вот как каждому, а где вот как бы поле интросубъективности, за счет чего тогда возникает. И вот, собственно, говоришь, вот она, я вам предлагаю действительно. Можно сказать, что история – это своеобразный язык памяти. Угу. Можно? Ой, это очень непрозрачный язык в таком случае. Это язык, который... в общем, проблемы с референцией. Я бы так не рисковала говорить. Я бы как раз таки сказал, что да, можно в той связи, что просто мне кажется, что не имея мы вот истории как определенного языка, набора символов, нам просто было бы скучно говорить о чем-то одном повседневном. Нам нужны какие-то трансцендентные темы. Вот, если раньше социальная организация во многом была связана с религией, то в государствах современного типа преобладает страсть к нарративу истории. То есть желание вспоминать какие-то исторические темы. И вот сложно уже определить, в какой мере, то есть там, чем дальше, тем лучше, чем глубже. Но ведь так же было не всегда. Вспомните век просвещения, да? Тотальный разрыв с темным прошлым, есть прогресс, вот оно, видение новое. То есть прошлое, это то, что прошло, то, что нужно оставить, и мы вот все дружно идем в светлое будущее. В общем-то, коммунистический пафос с этим тоже очень связан. Таким был прогресс. А теперь прогресса нет, мы дошли до точки, дальше можно идти только вниз, соответственно, мы вспоминаем золотое прошлое. То есть нормальная концепция золотого века. Как правило, откуда вот эта болезнь истории? Вот этот золотой век, как правило, в европейских государствах наступает после эпохи Ренессанса или просвещения. Да.
это только у нас вот вспоминаем какие-то языческие праздники, там какие-то Масленицу или еще чего-то, это только потому, что ну, не состоялись мы в таком понимании ну, модерного государства, и нам приходится вспоминать какие-то доисторические племенные какие-то праздники, когда ну, все ничейно и то же самое всеобщее. То есть вы в той же логике, в общем-то, как, ну вот, ну, тот же Нора, да, ну, не только он, конечно. То есть, как бы, Европа пережила эту болезнь прошлого, переболев романтизмом, ну, и иногда там встречаются у них там рецидивы, да, а у нас этого не было, мы это переживаем сейчас. Да, похоже, потому что классицизм это все же скорее такой, это, ну, советские времена, а вот романтизм как таковой у нас, наверное, отсутствует. Он там начинался там в конце 80-х, 90-х, народный альбом, вот это все. Как бы до сих пор продолжается вот романтизм, который... Помноженный на неоконченный еще христианский быт, да? Мне кажется, нужен белорусам нужен романтизм. Он еще одну очень важную мысль сказал, которую я хочу подчеркнуть. В секуляризованном, модернизирующемся, интенсивно модернизирующемся обществе, значит, людям, которые осуществляют эту модернизацию, история заменила Бога. Понимаете? История заменила Бога самым настоящим образом. Потому что история, если для верующего, ну, религиозно верующего, значит, Бог осуществляет наказание, значит, Бог является провиденциальной силой, которая толкает историю, так сказать, и так далее. И история имеет какой-то конец, и это самое, значит, какой-то финал, значит, позитивный финал, или страшный суд там, и так далее. То для, значит, человека модерна история, значит, выступает в качестве суда, суд над нацистами, например. Так? История порождает смысл. История имеет в конечном счете очень сложную, так сказать, прогрессивную составляющую, и она, как бы, эта прогрессивная составляющая, значит, в историческом процессе она как-то осуществляется, и человек чувствует себя не молящимся перед Всевышним, чтобы история, ну, так сказать, была лучше, а он сам ощущает себя субъектом истории. Да. Субъектом истории, от которого зависит субъектом нации. да, будущее его народа, его страны. Вот что. Поэтому у них и меньше коррупции там. Да. И, кстати, голосуя, он вовлекается в процесс вот этой политической модернизации. И ему хочется участвовать в политическом процессе, а не быть его объектом, как в авторитарных То режимах. есть, как вы правильно сказали, быть субъектом истории. Да. Субъектом истории. Прекрасно. Пошли консенсусы, плавно, это прекрасно. Можно я сейчас? Мне кажется, что вот это обращение к истории такое активное появляется именно во времена, ну, можно так сказать, застоев, когда люди чувствовали, сплочались под единой идеей и шли вперед как творцы истории. В прошлое они не смотрели, они ее формировали. А люди, которые остались без идеи, смотрят в прошлое, чтобы ее найти связь с, возможно, теми, кто ее создавал, с какими-то реформистами. В общем... Интересная мысль, спасибо. В том плане, что я не хочу так сейчас как-то реагировать, ну, там, вы правы или вот так далее. Это мысль, которую мне хотелось бы обдумать, пока просто запомнить. Спасибо. То, о чем мы говорили, это очень красиво и здорово, но это все относится к веку 20-му. Ситуация, в которой мы обнаруживаем себя сейчас, то есть ситуация после постмодерна, она отличается тем, что вот эта вот история как ностальгия и ощущение вот этой историчности, оно характерно не только для нас. Ну, то есть, если бы это была там белорусская проблема или постсоветская проблема, это было бы полбеды.
что называется. Ну, как бы тут понятно. В силу определенных социоисторических условий мы сами себе породили кучу проблем, и теперь можем их вот вдоволь чувствовать максимальное удовлетворение и всяко разно обсасывать. Но это тот вопрос, с которым сталкиваются очень многие. То есть вопрос о том, что такое история, чем она, точнее, что такое прошлое, кому оно принадлежит и как им нужно заниматься, это вопрос принципиальнейший для очень многих стран. Ну, тут Лев любит ссылаться на продвинутые демократические страны, я тоже сошлюсь на такую супер продвинутую демократическую страну, как Соединенные Штаты Америки, в которой проблема интерпретации своего прошлого становится просто колоссальной. Ну, там, если брать скандальные высказывания нынешнего американского президента, ну, там, вон всех иммигрантов, да, то радостно руки потирают американские индейцы, потому что, в общем-то, все, кроме них, ну, в общем, и они тоже, это все понаехавшие, да. И как выстроить историю, ну, это действительно там проблема геноцида индейцев, и проблема того, что как в одной традиции совместить вот возвеличивание там отцов-пилигримов, отцов-основателей, и в то же время проблемы рабства, геноцида индейцев и так далее, это сложнейшие вопросы. Ну, не скажу, что нам такие не снились, но это вопросы более чем сопоставимые. И вопрос выбора как бы, позиции, вопрос о что такое субъективность и объективность в данном вопросе, они тоже здесь являются совершенно не праздными. То есть к вопросу как бы, об идеологической нагруженности и озабоченности вот этой истории. Но что нас побуждает снова и снова обращаться к этим вопросам? То есть это запрос со стороны историков, ну то есть вот они нарыли какие-то факты, выдали на гора, и они обсасываются всеми в меру их культурно-исторической компетентности. Или откуда вот, у общества, собственно, берется вот этот запрос на историю. Так ли важно действительно, сколько там племен на какой территории проживало, каким образом они там повлияли на генотип, если это было в такие махровые годы, когда мы понимаем, что, собственно, на нас сейчас в гораздо большей степени влияет вот эта реконструкция, чем само вот это историческое прошлое. Мне кажется, что нет такого глубокого интереса истории. Мне кажется, он был всегда. Ну, как бы это просто историки сгущают тучи вокруг себя, точно так же, как, например, философы, или как, например, там, культурологи могут сказать, что там проблеме человека удивляется больше каким-то ничем. А вы посмотрите как бы, количество фильмов, да, которые посвящены проблемам будущего и проблеме, понимаете, мы когда говорим история, опять же, ну кроме того, что это политическая история, это обязательно там про битвы, войны и так далее, вопрос ведь и в личной истории. Вам показывают человека, который, там, не знаю, сходит с ума, ездит на машине и так далее. Посмотрите, чем он будет заниматься все действие. Вспоминать от глубокого детства свою личную историю до сегодняшнего дня. То, что я говорю, тот самый исторический принцип. То есть, если я реконструирую все, как бы, выстрою все моменты своего бытия, то я пойму, что со мной происходит. Мне кажется, это наоборот от психологов. Нет, как бы Фрейд, это ведь крайняя историизация не сознания, да, подсознательного. То есть это как бы проникновение истории на такой уровень. Конечно, каждый из нас имеет личную историю. Извините, я уже договариваю, продолжить, хорошо, да. Извините. И в этом смысле вот этот вот исторический пафос, то есть самораскапывание, ну и, собственно, там реконструирование прошлого, исторические сериалы, их гораздо больше, ну просто как бы по контенту, да, чем вот где нам бы рассказывали вот как будущее. Неважно, там антиутопия, это утопия или так далее, вот просто соотношение, если посмотреть. Есть еще такой момент оправдания истории. Реконструируя свою историю, мы оправдываем историческую жизнь своего народа, своей страны и так далее. Вот вы коснулись американского подхода к истории, вот этого геноцида индейцев и так далее. Там существуют очень разные мнения по этому поводу. С одной стороны, оно воплощено в таких произведениях Майна Рида, значит, и так далее, что, где индейцы обладают якобы идеальным общественным устройством, у них нет собственности, они прекрасные люди и все такое. Ну, то есть концепция. Но это миф. Дикаря, да? Это миф, да. С другой стороны, реконструкция истории показывает, что индейцы не были паиньками. Они не давали жить переселенцам, они нападали, они жгли, значит, поселки.
переселенцев и так далее. И поэтому, значит, от них просто приходилось и защищаться. Конечно, эта защита, она в конце концов через край, так сказать, перешла и превратилась в образование вот этих резерваций, значит, нарушение прав человека и так далее. Но по мере формирования демократической государственности рабство было в результате страшной гражданской войны полностью отменено. Вот. Индейцы получили права, гражданские права и так далее и тому подобное. То есть в процессе истории, значит, по мере перехода к более прогрессивным демократическим способам государственного устройства, только это может оправдать, понимаете, вот то, что происходило раньше. Немцы тоже с их нацизмом, с их Холокостом, с их инициаторством Второй мировой войны может оправдать только то, что они оставили эти заблуждения, эти подлости, эту диктатуру и перешли к демократическим, гуманным способам государственности. И это оправдание истории. Понимаете, вот это очень важно. Хорошо, спасибо. Давайте обсудим еще один такой момент, наверное, уже, посмотрим, как получится. Смотрите, до века, наверное, 18-го, 17-го человек жил в священной истории. Дальше человек жил в истории национальной. И чуть дальше он жил в истории всеобщей. Тут национальная и всеобщая очень близко друг от друга стоят. В какой истории человек живет сейчас? Я дам вам определение всемирной или всеобщей истории, даже было чуть четче по терминам. Да? Всемирная история – это процесс развития человеческого общества в целом, для которого характерны закономерности, проявляющиеся в истории всех народов. Сейчас мы живем по-прежнему в этой всемирной истории? Или мы уже живем в совокупности разных отдельных историй? То есть можно ли говорить о вот этой, это же самый важный момент, о тех закономерностях, которые проявляются в истории всех народов? Или, может быть, здесь есть еще что-то? Закономерности, потому что все на своей земле имеет какой-то свой закономерность. Не знаю. Нет, понимаете, можно сказать, как бы история, это уже, опять же, мы малость грешим неточностью терминов, сильно грешим. То есть можно говорить о том, что нечто существует и развивается, да, но не обязательно говорить, что это собственно, историческое развитие. Но существование отдельных историй не отменяет существование всемирной, всеобщей истории. Это разные уровни исторического процесса. История развивается на самых различных уровнях. В этом и сложность исторической науки, и особенно сложность философии истории. Потому что философия истории, так сказать, как, системы, которая дает историкам системную методологию и так далее, она фактически еще не создана. В историософии или в историологии существуют самые различные направления. Значит, существует частичное объяснение, философское объяснение того, как развивается, как реально осуществляется исторический процесс. Это, конечно, экономический детерминизм, это географический детерминизм, это, цивилизационный детерминизм, то есть цивилизационный подход с множеством цивилизаций, которые не имеют между собой мало общего, развиваются отдельно. Это институциональный детерминизм, который был создан Спенсером еще в конце XIX века, в начале XX, и так далее, и так далее, и так далее. Это однофакторные объяснения, философские объяснения истории. А историческая наука крайне нуждается в системном, комплексном подходе к истории. Вот это как раз и составляет
значит, вот поиск в этом направлении как раз и составляет, значит, содержание моего 45-летнего труда по поиску вот такого объяснения истории. Да, спасибо, Лев. Вы уже несколько раз нам рассказывали о важности и значении вот этого многофакторного подхода к объяснению истории. Я думаю, еще будете его упоминать. Мы пока вернемся к вот этому самому термину, к этой вот идее всеобщей или всемирной истории. То есть мы довольно долго говорили о том, что история, ну, скорее об истории как о личном знании, в вопросе о том, может ли это самое знание или исторический опыт быть концептуализирован. Но есть же, в общем-то, понятие, с которым работает как бы историческая наука, и в этом смысле всемирная история один из таких расхожих, довольно признанных терминов. И вот этот подход к тому, что как бы всемирная история существует, мы, в общем-то, все в школе по этим самым учебникам учили. Да? Мы учили все всемирную, там, историю Беларуси и всемирную историю. И здесь у меня, это я на самом деле перехожу к теме, которую мы с вами будем разбирать в дальнейшем. Можно ли сейчас, в 21 веке, говорить о существовании некой настоящей всемирной истории, или это такой же, в общем-то, концепт модерна, один из многих, который уже, в общем-то, пережит, и стоит как бы от него просто как бы отказаться. Говорить, допустим, о той же глобальной истории, к примеру, там, или о тотальной истории. И все-таки, опять же, всемирная история в качестве действующего агента, субъекта ставит, как ни крути, национальное государство. Да? В эпоху глобализации вряд ли можно отрицать существование всемирной истории. Мы ее переживаем сейчас, понимаете? И тогда, когда мы ее переживаем, как раз и мы обращаемся в прошлое и осмысливаем то, какой была эта всемирная история с существованием отдельных цивилизаций, отдельных направлений развития и так далее, какой она была в прошлом, в древности, в Средневековье, когда вообще разные цивилизации не были практически связаны. Возьмем, допустим, Китай, чтобы китайскую цивилизацию связать с европейской, нужен был Великий Шелковый путь, который проходил с громадными трудностями. Вот эти караваны шли, на них нападали разбойники, забирали товары и так далее и тому подобное. Но это же поверхностная связь. Как можно судить о всемирной истории при такой разорванности этого мира? Ведь тогда не было этой глобализации. Но, тем не менее, конечно, Ну, о всемирной истории, в общем-то, ее критериях развития, да, как бы прогрессистских критериях развития заговорили еще в 18-19 веке, да, Тюрго, Кондорсе, в общем-то, которые пытались выстроить вот эту единую историю. Вот меня как бы интересует вот этот термин всемирная история. Это было такое лекало на будущее, то, к чему мы еще придем, или это то, что мы уже пережили? Вот это состояние. Опять же, учитывая, ну, как бы навязчиво, вот эту центрацию на политической истории, на государстве. Самое интересное, что сходные периоды развития переживались различными цивилизациями уже в древности. Значит, даже само время, значит, протекание времени и вложение труда, накопление конкретного человеческого труда в этих цивилизациях порождало изменения, которые во многом были сходными. Это удивительная вещь. То есть определенные моменты истории европейской, значит, переживались в китайской. Возьмите, например, удивительный процесс всемирной истории, когда хунну, которые нападали на китайскую оседлую земледельческую цивилизацию, они после того, как их, значит, сильная императорская власть отбросила из северных степей, они через 200 лет, остановившись там на Урале и так далее, эти кочевники через причерноморские степи пришли в Европу
и разрушили практически, значит, стали толчком к великому переселению народов и разрушили Римскую империю. Вы понимаете, как это, как всемирность истории влияет на процессы локальной истории? Все-таки всемирная. Все-таки она, да, история всемирная. То есть мы можем тысячи Мы таких живем во примеров всемирной, привести. да? То есть в этом Тысячи. нет. Я так этот тезис понимаю, Я да. тоже. То есть мы с вами чуть раньше, предыдущие занятия говорили о том, что как бы вот тем мотивом, который побуждает нас заняться историей, или точнее той спецификой нашего человеческого состояния, которая побуждает нас быть существами историческими, является вот эта вот бесконечная ностальгия, наша вовлеченность в прошлое. Ну, причем это состояние абсолютно дистанциальное, неистребимое. То есть в этом мы себя обнаруживаем там, как существа думающие, выстраиваем свою личную историю, концептуализируем свой исторический опыт самым разным образом и так далее. Но есть как бы и другой подход, который в качестве там, основного действующего лица ставит как бы социальную группу или же, ну, в этом смысле там племя может быть, да, субъектом исторического развития. Но гораздо чаще история понимается как развитие и сменяемость государства. Уже в данном случае не важно, как бы национальное государство, империи или еще чего-нибудь. В этом смысле возникает вопрос, можно ли говорить о всемирной истории, какая периодизация истории и существует ли какой-то прогресс в истории. Если применительно вот к тому, о чем мы говорили раньше, там, понятие ностальгии, исторического опыта, понятие там, прогресса исторического поставить крайне сложно, то есть это как бы не в рамках этого нужно задавать эти вопросы, то вот применительно к большой истории, да, к истории сообществ, этот вопрос в принципе можно ставить. Ну, как бы это, опять же, вещь достаточно дискутабельная, но это тоже возможно. И здесь возникает вопрос о направленности истории, о субъекте истории, ну и там от марксистских вопросов там, роль личности и массы в истории, да, куда более там, современных вопросов, действительно ли можно говорить о разделении мира на центр и периферию там, и так далее, и так далее. То есть, что такое периферия, что существует между ней, чья концепция полупериферии там, самая продвинутая и умная, мы к чему принадлежим и так далее. То есть, об истории можно говорить из таких позиций. И вот я вас как бы вопросом о том, что есть всемирная история, есть ли она, с вашей точки зрения, в чем, через что она реализуется, там, через международные отношения, через глобальные связи, то есть через что она проявляется, каким она образом проявляется в нашем бытии. Вот как бы об этих вопросах и побуждаю подумать. В следующий раз мы будем как бы более предметно, терминологически говорить об этом, а сегодня мне бы ваше рассуждение хотелось бы услышать. Так, Уточните проблему. Давай, все та же. Что есть всемирная история, через что она выражается? То есть всемирная, вот как происходит ли она сейчас? Всемирная история для вас это от античности, от основания, от там, того, как первая обезьяна слезла с дерева. Всемирная история – это изобретение там, 18 века. Всемирная история действительно ли появляется в эпоху глобализации? То есть уже не как проект, а как, собственно, за счет чего движется всемирная история? За счет войн, коммуникаций, обмена технологиями. Ну, чисто в теоретическом смысле всемирную историю можно рассматривать как и исследование фактов, как упоминание, описание определенных фактов, либо как открытие каких-то универсальных, всем присущих законов от развития этой истории, прогресса. Вот, либо одно из двух. То есть нужно с этим как-то определиться, то есть самим понятием. Просто мне кажется, что достаточно сложно концептуализировать, то есть теоретизировать всемирную историю. Можно какой-то определенный ее элемент. Но, конечно, никто не спорит, что мы ее проживаем, и всегда все проживали там всемирно. Ну, понимаете, в чем один из главных нервов этого вопроса? Всемирная история – это то, что мы сейчас как бы конструируем, глядя в прошлое.
Ну, то есть до определенного момента, там, грубо говоря, там, Африка или Антарктида не играли большой роли вот, в международном сообществе, ну и как бы так. А еще была история вот, много кого, там, в том числе и Австралии. То есть вступая там, этот континент, это сообщество, международные отношения, как бы мы начинаем ну, взаимодействие, выстраивать их подробную историю. Да? Это как бы одна песня. То есть мы как бы эту историю, по сути дела, создаем с той позиции, на которой мы сейчас находимся. И второй момент, что существуют некие внутренние законы, которые определяют эту самую историю. Эти законы так или иначе проявляются, реализуются во всех человеческих сообществах. Какие это законы, там вот Лев перечислял целую кучу действительно всяко разных детерминизмов, можно выбрать на свой вкус и цвет. Мне кажется, одно и другое абсолютно взаимосвязано, даже если мы этого не знаем. Мы... Не могу пояснить. Всемирная история, как бы мы можем сказать, что это то, что мы сейчас реконструируем, да, абсолютно не обращаясь к прошлому, и тоже будем правы. Ну, не обращаясь, ну, допустим, да, как бы, а из будущего. Или, например, как бы, ну, осознавая, что где-то есть какие-то свои там, локальные истории, которые развиваются, и пусть даже мы не знаем, как там развивалась там Африка, там, но тем не менее, живя здесь и сейчас, мы каким-то неуловимым образом все равно ну, как бы включены в этот какой-то общий процесс, вот этих вот общих каких-то знаний. И почему-то мы все равно сделаем такой же вывод, в общем, как и делался вывод в те времена, о которых мы не знали. Ну, вот в этом смысле. Хорошо, спасибо. Еще какие соображения по этому поводу? Вы в каком мире живете? Ну, то есть этот мир как бы закрытый такой. Это мир как бы, плоскость, в которой существуют там, как бы, ваши сверстники. Это мир исторический. Что он собой вообще представляет? Дело в том, что средний человек, ну, на мой скромный взгляд, что такой посредственный человек, он не то, что не интересуется всемирной историей, там и историей условной Африки, Бангладеша, он порой не интересуется историей своих родителей, дедушки, бабушки, кем они работали. То есть история... То есть всемирная история, то есть сейчас востребована личная история. Вопрос идет о личной истории скорее, да, вот о всем том там. История как долг, память, там что угодно. Нежели есть запрос на вот эту всемирную историю. То есть осознание себя как принадлежного ко всему человеческому роду. И, соответственно, когда есть запрос, знать историю как таковую. То есть мы себя идентифицируем скорее по принадлежности, там, по этнической скорее идентичности, да, нежели там, через культурную идентичность, через космополитическую. И в этом смысле всемирная история становится таким достаточно абстрактным как бы, концептом. Скорее, ну, да, искусственным образованием, нежели тем, в чем мы как бы, себя реализуем и находим. Ну, опять же, вот мне кажется, исчерпывающий этот тезис мы доказывали с Львом Владимировичем сегодня. То, что история это такое образование, такой социальный институт, который необходимо знать, чтобы ну, направляться своими устремлениями в будущее. То есть, дальнейшей истории. Дальнейшей истории, говорим. То есть и в этом смысле понятно, что, возможно, нету первичной интенции к постижению истории, но в той мере, в какой мы хотим изменить будущее и быть субъектами истории, мы как бы ориентированы на то, чтобы познать и историю, и прошлое, и, возможно, всемирную, ну, опять же, в зависимости от меры, то есть, мало ли, может, кто-то там Наполеона хочет будущую историю там как-то трансформировать глобально, и тогда им нужно глобальное знание. Кому-то нужны просто там, знания такие, чтобы изменить профессию, и тогда он просто ну, ориентируется на свою семью, там, на область, кто мне может помочь. Ну, возможно, я хочу там, стать компьютерщиком, у меня отец там исследовал ОВМ, я могу у него взять рекомендации. То есть основное положение, то, что история это институт, и чтобы прийти к будущему, необходимо все же и владеть историей, ну, как бы о прошлом. Вот так. Такой инструментальный подход. Инструментальный подход, возможно. Хорошо.
Для того, чтобы в следующий раз нам с вами как-то достаточно ударно поработать, мне интересно знать, то есть из сегодняшнего нашего занятия мы можем, в общем-то, беспроблемно выйти на две темы. Первое – это, в общем-то, проблема центра периферии, да, мирсистемный анализ в лице его лучших представителей, и вопросы, которые, ну, достаточно традиционные, но тем не менее довольно интересные. Это проблемы смысла и направленности истории, линейные и нелинейные концепции, как бы прогрессистские, регрессистские, вот это вот. Как бы целый блок, опять же, того, что в принципе известно, но каждый раз как бы проговорить, в общем-то, не мешает. Вы мне скажите, давайте так, методом голосования решим, что как бы к чему мы обращаемся в следующий раз, чтобы я ориентировалась. Ну, дабы, так сказать, пафос и задор у нас сохранился на следующий раз. Значит, кто за смысл назначения истории, там, понятие трансцендентного, простите, в истории, т.д. и т.п., поднимите, пожалуйста, руки. И второй вариант – это мирсистемный анализ, как один из вариантов интерпретации истории. Я за первый. Так, давайте еще раз. Да, я озвучила еще раз. Первый вариант. Кто за? 2 человека, 3. И, наконец, мирсистемный анализ. 1, 2, 4. Ну, хорошо. Мирсистемный анализ. Значит, в следующий раз мы с вами будем говорить о мирсистемном анализе. Если хотите, полистайте хотя бы там на уровне, там, не знаю, Википедии. Кто такие Валерстайн, Ориги. Бродель это как бы предтеча этого всего дела. Ну, я надеюсь, что мы как бы так, в 5 словах о Броделе, и дальше уже, в общем-то, по основным концепциям. Значит, Ориги, Валерстайн, Дютер Франк и Самир Амин. Вот Лилечка, если вам не сложно, напишите, пожалуйста. Валерстайна очень рекомендую что-нибудь почитать. Это человек, который в какой-то момент, в принципе, сосредоточился на популяризации своей теории, пишет и говорит он очень хорошо, складно, он несметное количество раз выступал там в Украине, в Москве, поэтому как бы куча адаптированного, переведенного материала. Так, Самир Амин. Обратите внимание, как каждый из них определяет понятие центра периферии. Вот это, мне кажется, очень интересный момент, ну, как бы для самоопределения, мы, собственно, куда, к чему относимся. Ну и, в общем, как бы понятие мир-системы, понятие периферии, центра, ядра, ну, просто каждый там по-своему называет, и об этом мы будем говорить в следующий раз. На сегодня все. Спасибо.